Осел, нагруженный кучей всяких книг, не становится ученым от того, что он их везет на своей спине. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Я думал, что в этом мире уже не осталось моментов, чтобы удивить своим идиотизмом. Оказывается, можно. Сегодня мы поговорим о недочеловеке, который сам себя называет Пхармат. Мы его, точнее, называем уже Пхармат. То он антитеррор, то ЧРИ, то он полуязычник, полуатеист. Мы же проще назовем его клон, атеист. Так вот, знаете, вот его настолько глубокое заблуждение и падение в глубокую яму, что ты даже удивляешься, когда ты слышишь, что некоторые люди начинают задумываться над его высказываниями. Этот клон давно рвался в массы людей и даже, так сказать, приобрел свою аудиторию. Слушая его, так сказать, последователи, у которых нет ни имени, ни фамилии, анонимы, сидят часами, слушают его эфир, пережевывают все и потом обвиняют всех и вся вокруг. И еще в придачу религию ислам. Вы знаете, слушая как-то бегло его эфир, точнее сказать его бред, он, уважаемые братья и сестры, настолько болен человек, что эта болезнь с каждым днем прогрессирует. В одном из эфиров своих он доказывал своему микрофону и горе своим последователям, внимание, представьте, это его мнение, представьте, что в Коране нет слова Аллах. Субханаллах. Я не знаю, как еще реагировать настолько тупое, глупое высказывание человека, недочеловека точнее. И для того, чтобы разъяснить людям столь глубокое падение человека, мы в гости к нам пригласили нашего брата Шамиля, который является имамом мечети имени Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху. Шамиль Хумар, шуэл, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Амин. Шамиль, нам поступали сообщения, звонки, почему не реагируете, не отвечаете такому человеку. Да мы и сейчас не будем ему отвечать. Просто дело в том, что в первую очередь мы мусульмане, а потом чеченцы. Этот человек, недочеловек высмеивает нашу религию и наш народ. Это будет не ответ ему, так как ответ пациенту палаты номер 6 ему не отвечает, его лечат. Лечить мы готовы. Это реакция для того, чтобы дать разъяснение нашим братьям и сестрам, опять же, столь глубокого и позорного падения человека. Шамиль, как ты считаешь, недочеловек клон, который заявляет, что в Коране нет слова Аллах, субханаллах, вообще как реагировать на это? Какие дискуссии с ним можно вести? Вообще можно ли с ним какие-нибудь дискуссии вести? Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Намерение у нас ради Аллаха Всевышнего ни в коем случае никогда не должно быть у истинных мусульман намерение и желание кого-то унизить, кого-то опозорить. Как сказали ученые, когда мы дискуссируем или же говорим о каком-то заблуждении, у нас должно быть всегда намерение это тех заблудших вернуть в ислам, чтобы они поняли истину. Или же у нас должно быть намерение, если те, которые заблудились, не хотят возвращаться, хотя бы те, которые их слушают, чтобы не заблуждались. Поэтому у нас искреннее намерение ради Аллаха для того, чтобы донести до людей истину, и желаем этому же человеку, этому же объекту нашего общения сегодня, чтобы он тоже стал на истинный путь. И очень важно упомянуть тоже, какие цели у человека, и мы смотрим, обсуждаем, наблюдаем за ним. Этот человек, у него есть и личные какие-то цели, и в основном есть политические, так как его одно название Пхармат, антитеррор, ЧРИ указывает на политические какие-то цели. И, естественно, какие-то личные цели у него есть. Это очень важно упомянуть и знать, что этот человек не является из тех, которые имеет при себе какую-то истину и хочет, чтобы люди встали на нее. То есть любые политические цели, они не преследуют истинных каких-то, например, законов или же истинных объяснений, они делают для того, чтобы привлечь для себя внимание и какой-то заработок. Там много есть каких-то мирских целей. Это очень важно знать. И также важно знать, что этот человек, он, находясь в глубоком невежестве, находится в тяжелейшем положении, так как если он даже элементарно не знает, что в Коране упомянуто около 2700 раз
имя Аллаха 2700 раз примерно упомянуто слово Аллах. Да, там именно как он это объясняет, что именно Аллаху с такими харакатами, где сказано даже так, например, в самом первом аяте «Бисмиллахи рахмани рахим» уже упоминается 3 имени Аллаха. Это «Бисмиллахи», это Аллах, «Ар-Рахман», «Ар-Рахим». Ну ладно, он хочет, чтобы именно было не «Бисмиллах», а «Аллаху». Аят Аль-Курси, например. «Аллаху ла илляха илля хуа аль-хайюл кайюм». То есть начинается именно с Аллах. А также в другом аяте «Куль Аллаху азина лакум ам аля Аллахи тафтарун». То есть есть очень много мест, где именно слово Аллах упомянуто. А если в целом взять, то в аятах упомянуто, как мы сказали, больше всего из имен. Это самое священное, самое почетное имя – это Аллах. И значение этого имени – это тот, кто достоин наивысшей степени поклонения и покорности с арабского языка. У него такое понимание, что раз это арабское слово, это Бог для арабов. Например, если слово «Бог» упоминается, например, у русских, это как бы Бог для них и тому подобное. То есть, если он относит это слово к определенному языку и к народности, это его тоже большая ошибка, так как имена, которые упомянуты в разных языках, значение которого единый Бог, например, Аллах у арабов, у русского населения это, например, единый Бог, Творец, Господь, у чеченцев Дель, у французов Дью, например, у англичан, да, например, Гад. Значение одно и то же. Тот, кто достоин поклонения наивысшей степени покорности. То есть, как бы на каком языке это ни назвал, на любом языке такое значение. То есть, Бог един. И называть его можно на каждом языке, но так как пришло последнее небесное писание на арабском языке, Коран, и именно пришло имя Аллах, в этом есть свой секрет, есть в этом есть свой баракат и благо, и поэтому мы называем. То есть в Коране упомянуто, как мы сказали, 1000 аятах, упомянуто имя Аллаха, и это человек из своего глубокого невежества, так как он именно копается в переводах, например, особенно он в Гугле сидит, постоянно забивает, смотрит, прям когда у него идет диалог с мусульманами, он тут же набирает, сейчас посмотрим. То есть его источник знания – это интернет. Это, да, YouTube у него, как мы называем, шейх Google, шейх Яндекс. И вот его учителя. Конечно же, этот человек в глубоком невежестве, нам его жалко. И, как ты сказал, уже мы этот эфир делаем для того, чтобы опровергнуть заблуждение. Не как бы лично его, или там, чтобы его как бы вознести или поднять. Нет, ни в коем случае. У нас цели другие, чтобы не заблуждались мусульмане, не попадали в сомнения или же в неверие. Баракаллах, да воздаст Аллах благом, Шамиль. Следующее, то, что я хочу разъяснить, в чем заключается деятельность этого человека, к чему он призывает. Это больной человек решил начать, так сказать, свое от себя разоблачение ислама, приводя всякие подтасовки, вырывание из контекста высказывания ученых. Он начинает недостоверно хадисы приводить, да, как ты сказал, заходит в Google и всю информацию, даже не разбираясь, берет, да, что сказали ученые, как это разъяснили, он это не все берет и просто, да, атакует, как бы сказать, без меча. Так вот, он вот в эфире, да, выступает так, но разве осел, который, да, нагружен книгами, знаниями, из-за того, что он нагружен ими, становится ученым? Нет, конечно, для этого нужен разум. А у этого нашего больного пациента этого разума нет, и он очень болен. Следующий вопрос, который я хочу уже задать, последним из эфиров, да, если я не ошибаюсь, он говорит, что Аллах не всемогущ. Он сидит и рассказывает про это. Субханаллах, я вообще даже... Бывает удивительного высказывания. Вот, Шамиль, скажи, пожалуйста, вот, разъясни людям, почему он именно, вот, да, с чего он начал это говорить, вот, и какое заблуждение он попал в этом моменте. Да, конечно, это очень важный вопрос. По убеждениям мусульман, Аллах Всевышний, ему присуще обязательно, ему присущи имена и сифаты, атрибуты, которые достойны только его, такие как всемогущество, такие как воля, независимо ни от кого, предопределение и тому подобное. И есть имена Аллаха Аль-Кадир, Аль-Кадир, Аль-Азиз, пришли они в Коране, в хадисах пророка, алейхиссалату вассалам, и эти имена означают всемогущество. Он начал этот вопрос, так как он взял
от атеистов. Такой каверзный, корыстный, грязный вопрос, который они задают, и люди из-за невежества не могут на него ответить, так как он именно в своих сейчас эфирах, у него сейчас начались эфиры, чат-рулетка называется, это как бы он забивает эту рулетку, нажимает кнопку, и там случайный выбор оппонента или человека, с которым он ведет диалог. И уже он, спрашивая, есть ли мусульмане, задает им вопрос. И этот вопрос, он является абсурдным. Но до того, как задать вопрос, чтобы подготовить нашу аудиторию, мы сейчас объясним, как опасен этот вопрос и что нужно отвечать. Ученые ислама, в особенности ученые улум аль-акида, то есть именно в вопросах единобожия и в вопросах вероубеждения, они установили такое правило. Это правило, согласится с ним даже сам атеист. Есть такое понятие аль-хукм аль-акли, заключение разума или разумное умозаключение. Любой разум, любой здоровый разум делает заключение, что все существующее и несуществующее, оно можно его подразделить на три вида. Это ваджибуль вуджуд, обязательно существующий, это Аллах, его сифаты. Ваджибуль вуджуд имеется в виду, это тот, кто обязательно существует, и несуществование его разум не допускает. Это Аллах, так как он вечен, без начала, без конца, и он не связан со временем, он не связан с событиями, он, как он о себе сказал, хуаль ауаль валь ахир, то есть он вечен, без начала, без конца. Обязательно существующий разум говорит, что да, раз-то Вселенная существует, весь мир существует в таком виде, как мы его видим, тот, кто создал эту Вселенную, этот мир, он должен быть вечен без начала, вне времени, то есть он не нуждается во времени. И он обязательно существующий. Из трех, так скажем, подразделений мы говорим, что обязательный. Второе – это аль-джаваз, или этот аль-мумкинат называют, возможно существующее. Это что? Это Вселенная и все, что в ней. Это мы, это весь мир, это верхний, нижний мир, это рай. А что такое возможно существующее? Это когда разум признает и делает заключение, как существование признает, и несуществование тоже. То есть он допускает по отношению к созданным разум, что он есть и нету. Например, я. Было время, что меня не было. Я могу исчезнуть в любой момент. Если меня нету, тоже разум признает. Если я есть, тоже разум признает. В отличие от обязательно существующего. Обязательно существующий разум не признает, не может представить, что его нет. Это Аллах и его сифат, его имена. А мы возможно существующие. То есть, если мы есть, разум говорит, да, есть. Если нету, то говорит, может и нету. Все. И есть третья категория, называется аль-мустахиль, мустахиль аль-вуджуд. Это абсурдное существование. То есть разум не признает существование этого. Как, например, если сказать, может ли какой-то предмет одновременно быть и не быть? Не может. Разум говорит, например, ты не можешь быть в бытие и не в бытие одновременно. Или, например, если взять какой-то предмет и сказать, может ли этот стакан, например, или телефон быть в движении и в покое одновременно? Нет, разум говорит, что у предмета должно быть одно из двух состояний. Или он в движении, или он в покое. То есть настолько ислам прекрасен, что он даже по полочкам разложил этот момент. И мы говорим, после того, как разделили эти три вопроса, три умозаключения, обязательно существующие, Аллах, его сифаты, возможно существующие, это вся Вселенная, все, что в ней. И третье, мустахилят, это абсурдность. То есть разум не допускает существования этого. Теперь, основываясь на этом, мы говорим, всемогущество Аллаха, оно связано с возможно существующим, не обязательно существующим, не с Аллахом и не с абсурдом. То есть, если человек, например, задает атеистический вопрос, говорит, всемогущ ли Аллах создать такого, как Он? Отсюда мы сразу возвращаемся к этому правилу и говорим, так, Он связал всемогущество Аллаха с чем? С обязательно существующим и с абсурдом. Почему? Потому что он говорит, может ли он создать такого, как он, то если бы был бы такой, как Аллах, он тоже должен был быть вечно без начала. А если он говорит, может ли он создать такого, как он уже допускает начало создателю, он был бы созданным. И он не может быть таким, как Аллах. То он связывает всемогущество Аллаха с обязательно существующим. Это Аллах, его сифат. Или связывает с мустахилем. А всемогущество Аллаха, ученые говорят, татааллак, кудратуллах татааллак биль мумкинат. То есть всемогущество Аллаха, оно связано только с возможно существующими. И он задает абсурдный вопрос, например, говорит, всемогущ ли
Аллах создать такой камень, это вот в его последних эфирах, который не может сам поднять. То есть он в одном вопросе, как задает это очень каверзный, корыстный вопрос, он говорит, всемогущ ли Аллах, подчеркивает могущество Аллаха, и тут же допускает слабость создать такой камень. Ты уже должен сказать, конечно, он всемогущ создать любой камень, но тут же говорит, который не может поднять. То есть уже связывает слабостью. То есть это уже абсурд, связывает два противоположных вопроса в одном. Как мы привели пример, если сказать, например, всемогущ ли Аллах создать такое создание, что оно есть и нету. Как это? Это абсурд. Это абсурд. То есть он то же самое говорит в этом вопросе. И таких вопросов можно придумывать тысячи, кому делать нечего. Эти вопросы можно придумывать сотни. И мы просто отвечаем, ты связал всемогущество Аллаха с абсурдом. Ты связал всемогущество Аллаха с обязательно существующим, с Аллахом. И говорит эти вопросы, приписывать Аллаху абсурдность является заблуждением. Поэтому мы говорим, всемогущество Аллаха связано с любым созданием. Он может создать 1000 раев, 1000 адов, например. Он может создать сотни чего угодно. То, что разум говорит, да, это возможно существующее и не обязательно, и не абсурдное. Поэтому он задает такой вопрос. Конечно, у обычных мусульман, которые выполняют 5 намазов, там ходят в мечеть, нету ответов на вопросы, потому что они не изучали ни акиду, не изучали ни мантих, ни логику, не изучали ни другие религиозные науки. И поэтому они сидят, они просто говорят, Аллах всемогущ, но не могут ответить. Очень был интересный случай, в хадисе пророка упомянут, пророк Идрис, алейхиссалам. Это один из первых пророков, пророк Адам, Шиф, Идрис, он 3-й пророк. И пророк Идрис, алейхиссалам, он учил своих детей географии, учил своих детей сеять, пожинать. То есть пророки, они были всесторонне развиты. Первый человек, который сделал карту города, это пророк Идрис, алейхиссалам. Первая география от них пошла. Вообще любые науки пошли от пророков. И он сидел и шил одежду. И сказано, пришел облики человека в таком отвратительном виде, Иблис. И сказал, можно задать вопрос религиозный? Пророк Идрис говорит, да, конечно. И он говорит, всемогущ ли Аллах сделать так, чтобы вся эта вселенная прошла через ушко, дырочку этой иголки, не уменьшая вселенную и не увеличивая дырочку? Это абсурдный вопрос. Пророк Идрис, алейхиссалам, сказал, Аллах всемогущ над каждой возможной вещью, и воткнул ему эту иголку в глаз, зная, что это Иблис. И сказано, у него до сих пор этот шрам, до сих пор у него есть в глазу. Показал ему, что на такие дебильные вопросы, вот тебе ответ. Поэтому это абсурдный вопрос. Не расширяя ушко иголки и не уменьшая ее, разум не признает, что это возможно. Поэтому это уже относится, опять же, к абсурду. Но так как пророки, у них высший разум, то есть у них из всех разумных существ, Аллах дал пророкам сразу проницательный ум. То есть они уже понимают, этот человек пришел задать вопрос, интересуясь истиной или хочет фитну. Вот этот тип, этот объект нашего общения то же самое. Он не интересуется истиной. Он просто хочет людей заводить в заблуждение. Поэтому Аллах всемогущ над каждой вещью. Аллах всемогущ над создать любую вещь, как Он хочет, в любой форме, и чтобы она исчезла, появилась. Но мы не связываем, так как Аллах дал нам знать, что есть Он, и с Его существованием не связывается ничто, ни время, ни создание, ни пророки, ни ангелы. То есть Аллах, Он не меняется. Как бы ни менялись обстоятельства, Аллах, как сказали ученые, субханаху югайру ва ла ятагайр. Превыше всех недостатков, он тот, кто меняет, сам не меняется. Все это железобетонное правило акиды есть. Поэтому он хочет Аллах изменить, чтобы он исчез, появился, поменялся, постарел, умер. То есть у него настолько все, там полная тьма в голове, что он уподобляет Аллаху созданному. Поэтому так и рассуждает. Просто вот для объяснения, если человеку сказать «ходи и не ходи», да. «Стой и не стой», да, как бы, вот. Да. Это же абсурд. Два противоположных действия хочет объединить в одно. А абсурд Аллах Всевышний, субхану ва-тааля, не делает, не совершает. Да, вот это не присуще. Поэтому, как ты сказал, да, но мы опять же повторяем, это диагноз, это реально, это прогрессирующая болезнь. Да. Вот из последних эфиров это у него было,
что Аллах не всемогущий и так далее, даже, значит, мы видим, что у человека вот бывает такая диаграмма такая идет, да, прогрессирует с каждым разом, вот он все еще падает в эту глубокую яму. Следующий момент. Сперва этот клоун был в маске, Шамиль, пока его не разоблачили. Я бы так сказал, что лучше бы ему быть в маске, да, и вот то, что он сам собой, конечно, Аллах его сотворил, мы ни в коем случае не говорим про его внешность, имеется в виду, мы говорим, как этот человек сам себя, да, вот так позиционирует, как он сзади какие-то викинги, я не знаю, какая-то там идет вот такая музыка, да, потом этот человек придачу, потом он коммунист еще, то есть, я даже, то есть без улыбки и смеха рассказывать на серьезном шаг, как говорится, да, но тут невозможно просто. Все виды заблуждения себе собрал человек. И, соответственно, он не знает, кто он. Он сам не знает, кто он. То поэтому, братья и сестры, человек, который в этом мире не может тебе ответить, так ты кто? Викинг, атеист или язычник, или культурист, я не знаю. Кто ты? Вот, если он не может ответить, соответственно, братья и сестры, тратить на это время, да, смотреть его эфиры, вот, абсолютно этого не стоит. Шамиль, следующий мой вопрос касается того, что этот человек заявляет, что медицина доказала, да, что говорит, что у человека два сердца. И он потом приводит Коран. В Коране сказано, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, что у человека не бывает двух сердец, да, что он не создал человека с двумя сердцами. И он как бы пытаясь опровергнуть, говорит, вот видите, а медицина как бы говорит вот так. Пожалуйста, Шамиль, разъясни этот момент, как мы должны понимать этот аят. Да, это тоже важный вопрос, так как он его упоминает. Я встречал уже ребят, которые подходили и у меня спрашивали, тоже говорили, у нас сейчас тревога, в Коране одно, а современная медицина другое говорит. То есть у них уже появились вопросы. Но Аллах Всевышний, Создатель всего. И эта вся Вселенная, она всегда нуждается в Аллахе. Современный мир и на начале, как все происходило. То есть нельзя думать, что Аллах создал Вселенную и пустил ее как бы на самотек, что она уже идет сама по себе. Проходят молекулярные какие-то атомные реакции и само по себе. Нет. Ежесекундно все происходящее происходит по воле Аллаха и по создаванию Аллаха. Аллах создатель всего. Это очень важно знать. В Коране Аллах говорит, сура Аль-Ахзаб, 4 аяте, якулю субханаху ва та'аля, ма джа'аля Аллаху ли раджулин мин кальбайни фи джауфих. В Коране сказано, буквально переводить, как он это сделал, что Аллах не сделал для человека два сердца внутри него. То есть, если буквально посмотреть, для тех невежд, которые не знают религии, они могут понять, что поверхностно именно вот эти два сердца, у которых есть свои функции, например, это циркуляция крови, что вот именно вот эти физические два сердца могут понять, так как, опять же, он тут похож уже на ваххабита, то есть они все берут буквально, то есть любой аят, мухкамат, муташабят, есть подразделение аята, муташабят это аяты, которые иносказательные, там есть метафора. То есть, если ты читаешь, одно понимается, но одно видно, а понимать нужно совсем другое. То он, естественно, понял из этого аята, так как он читает переводы, того же Кулиева, той же Крачковской, может быть, это как раз таки любимые переводы ваххабитов. Читает их буквально и говорит, вот я нашел заблуждение, ошибку в Коране. Это смешно. Человек, сидящий, не знающий ни арабского языка, не знающий ни религию ислам, обсуждает о самой великой религии, о религии Всевышнего. Это если бы я сейчас сел бы и разговаривал с профессором физики, например, о, например, молекулярной физике, о квантовой физике, не имея никаких знаний, это было бы смешно. Конечно. Я не изучал физику, зачем мне туда влезать и с профессором разъяснять. Поэтому мы обращаемся к муфассирам, ученым, что они сказали. Здесь в этом аяте, конечно же, имеется в виду, как раз таки есть пример, что среди курайшитов был человек, его звали Зуль-Кальбайн, он себя так назвал, обладатель двух сердец. И когда спросили, что значит два сердца, у тебя там стучат два сердца, что ли, внутри, он сказал, нет, у меня есть два разума, и акаль вафир, есть такой разум, который вот обладает многими качествами, то есть такой объемлющий разум, я и тут могу, и там могу. И он сказал, у меня два разума. А это абсурд. У человека не может быть два разума, там два имана, там два
место, где он мыслит по-разному, в двух местах. Это абсурд. И для этого Аллах не спаслал аят, где сказано, что Аллах не сделал человека, если буквально перевод, с двумя разумами, с двумя пониманиями, с двумя, так скажем, сосудами, которые он мыслит двумя одновременно. Говорит, Аллах я не создал, я не сделал людей такими. А этот что делает? Этот берет и говорит, что сегодня в современной медицине доказано, что есть люди, которые имеют два сердца, оба стучат, оба работают и тому подобное. Аллах создал много созданий, у которых даже может быть там 6-й палец на руке, там может быть там еще что-то у него есть, но сама форма идеальная человека, мы знаем, что у него должно быть физически одно сердце и тому подобное. Но Аллах, показывая, что Он всемогущ создать и вот так вот, и вот так вот, и таким образом, иной раз, может быть, и два сердца Он где-то обнаружил, мы с этим не спорим, но не об этом речь идет. Здесь имеется в виду о двух состояниях разума. То есть иной раз мы же говорим, ты бессердечный. Да, конечно. Что здесь имеется в виду? У него вообще сердца нету, что ли? У него сердце стучит, и он живой. Ты бессердечный, имеется, ты не милосердный, ты не щедрый, ты не мужчина, там, ты не человечный. Это все понимают. А этот берет и людей обманывает, говорит, что здесь так и есть. И приведем примеры из муфассиров. Кто сказал? Один из самых великих муфассиров нашей уммы, это двоюродный брат пророка Мухаммада Абдуллах ибн Аббас. Он говорит, что здесь имеется в виду, и как раз таки в отношении этого человека, Зуль-Кальбайна, пришло этот аят. Его ученик Муджахид, это уже таби'i, 300-летие, например, Ибн Джарир, ат-Табари, известнейший, самый известный в мире муфассир. Он и другие, много их можно приводить, каждый из них говорили, здесь имеется в виду, человек не может обладать два разума, два сектора, или так скажем, два места, где он мыслит по-разному. У него вот одно сердце, значение, один разум, одно понимание. Вот и все, вот и правильное значение. Баракаллах за разъяснение, Шамиль. Если, вот как Шамиль сейчас привел, имена ученых, далилы, разъяснения, тафсиры, да, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И, соответственно, когда ты берешь знания ученых, тогда ты абсурдные разговоры не ведешь. А когда человек сам начинает трактовать ислам, объяснять людям, разъяснять без ученых, никогда в жизни не был среди ученых, не спрашивал у них, спрашивают у Гугла шейха, где все, всякое, все, да, там размешано и все, кто лежит, тогда этот человек, естественно, начинает нести бред. И, соответственно, братья и сестры, пожалуйста, берите знания у ученых, у достойных, да, у доверенных ученых. Также в одном из эфиров, Шамиль, этот дарвинист утверждает, что все в этом мире происходит не по воле Всевышнего Аллаха, что все в этом мире не по предопределению Всевышнего Аллаха. Разъясни, пожалуйста, это. Один из наиважнейших вопросов в исламе – это аль-иману би кадариллах, это вера, предопределение Аллаха. Как в добро, аль-хайр ва-шар, и зло. То есть добро ли это или зло ли это, полезное ли это, вредное ли это, без разницы. По отношению к Аллаху не говорится, если Он создал что-то, например, отвратительное, вредное, например, как яд, или, например, такое отвратительное создание, например, как наджаса, нечистоты. Это не означает, что по отношению к Аллаху это плохо. То есть, если мы что-либо делаем плохо, так как мы созданы Всевышнего, это по отношению к нам плохо, так как мы находимся во Вселенной Всевышнего, и если мы здесь делаем что-либо плохое плохим, делаем хорошее хорошим, тут уже по отношению к нам это подразделение. Но так как Он Создатель, не говорится, что Он, Его предопределение плохое. Как бы мы ни видели что-либо, например, даже уход человека из жизни, заболевание, мы не говорим, Аллах, Его предопределение, Его сифат плохой. Не говорится. Все, что Аллах делает по отношению к Всевышнему, это является достойным, это является, мы говорим, что это хорошо, что это по отношению к Аллаху достойно. Но не говорится, что это плохо и тому подобное. Предопределение, что такое предопределение? Определение этого слова. Аллах предопределил, и на доске судеб, Лаухуль Махфуз называется, до судного дня, что будет, так как Он знал, вечно без начала, как и что будет. То есть, если бы даже на доске судеб это не было бы расписано, все равно Он знал. Но раз Он знал, и так, вечно без начала, Он повелел аль-калам,
есть такое создание, аль-колам, в виде пера, и сказано, что он создан в виде света, что этот именно колам написал по повелению Аллаха, что будет до судного дня. Почему именно до судного дня, а не дальше? Потому что Аллах знает вечно без начала, без конца. А то, что Он знает вечно без начала, без конца, расписать на одной доске не получится. То есть тогда у этой доски не должно быть конца. Так как у доски есть свои границы, есть начало, есть конец, там расписано до судного дня, что будет. Но предопределение – это предопределение Аллахом того, каждому своему созданию, определенное время вместо другого времени, определенные качества вместо другого качества, определенное состояние вместо другого состояния. То есть, например, Аллах предопределил мне быть в таком-то году вместо всех других времен. Аллах определил мне быть чеченцем вместо всех других наций. Аллах определил мне вот этот рост вместо всех других размеров, например. То есть Аллах определяет каждому своему созданию. Мы это понимаем, потому что я или ты, мы себя не выбирали. Мы себе не выбирали быть чеченцем, быть мужчиной, появиться в этом году, умереть в этом году. Значит, отсюда мы понимаем, что есть тот, который предопределил, иначе бы это происходило бы само по себе. Разум говорит, что само по себе происходить ничего не может. Пример приведем. Есть такое понятие, мы все в школе учились, имеем образование, аксиома. Аксиома – это истина, которая не требует доказательств. То есть это очевидная вещь. Например, если я скажу: Ахмад, ты существуешь? Ты скажешь: да. Я скажу: доказывать надо? Ты скажешь: нет. То есть это очевидная вещь, которую тебе не нужно доказывать. Это называется аксиома. То есть существование твое, что ты человек, что ты мужчина, тебе не надо доказывать. Ты это и так знаешь и понимаешь. Это называется аксиома. То мы должны понимать, существование какого-либо предмета указывает на то, что есть тот, кто дал этому предмету существовать именно в таком виде, какой он есть. Например, вот перстень. Вот если я возьму перстень и скажу: Ахмад, ты веришь, что есть определенный ювелир-мастер, у которого был кусок серебра и кусок вот этого камня, акик называется. Он расплавил, сделал из него форму, сделал перстень и сделал из него кольцо. Даже если ты не знаешь этого ювелира, ты скажешь: конечно. И тебе не надо доказывать, тебе не надо вести к этому ювелиру, показать его. Вот существование самого перстня 100% указывает на ювелира. Конечно. Как существование вот этого здания указывает 100% на строителя. Как существование телефона указывает на производство или производителя этого телефона. Это элементарные вещи. И тот, кто сделал этот перстень, он должен знать об этом перстне все. Ну хотя бы он должен знать, как его расплавить, как его сделать фигуру, форму. То тот, кто создал наши тела в таком виде, как они есть, молекулярная структура, атомная структура человека, например, мы должны понимать, что Создатель нас обязательно знает все о нас. А раз он знает все о нас, он предопределил так, как он знал. Вот, например, завтрашний день ни ты, ни я создаем его, правильно? Конечно. Если он завтра наступит, мы проснемся утром, например, он наступил, но его создает тот, кто знает о нем, и всемогущий Бог. Ни ты, ни я, это очевидно. Отсюда следует, что Аллах, Он предопределил так, как Он знал, и все происходит по Его воле. Но при этом нужно понимать, что у человека есть воля, выбор, у него есть разум, и Аллах дал ему выбирать. И он отвечает в судный день только за то, в чем был выбор. То есть у тебя не будет вопроса, почему ты был мужчиной, а не женщиной в судный день. Не будет вопроса, почему у тебя борода, например, такого-то цвета, цвет волос такого-то цвета. Тебе не будет вопроса, почему у тебя цвет глаз такой, а не зеленый. Почему? Потому что у тебя не было выбора. А в чем у тебя есть выбор, например, молоко или водка, например, украсть или халяльным путем заработать, за это отвечай, потому что у тебя есть выбор. И к имаму Али подходили вот такие люди, как вот этот человек, как ты его называешь, недочеловек, подходили и спрашивали тоже о судьбе. Имам Али один из величайших ученых ислама, это двоюродный брат пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, он был очень проницателен. Мы знаем, что сподвижники
были величественны. Самый лучший из них Абу Бакр ас-Сиддик по почетности. Потом Умар. Никто не говорит, что кто богобоязнен, кто нет. Мы убеждены, что Абу Бакр самый богобоязненный. Потом Умар, потом Усман, потом Али. Али, у него была такая, так скажем, изюминка, знание и понимание было очень мощное. И один подошел и сказал: расскажи о предопределении. Тогда имам Али сказал: «Хаза сирруллах ля татакаллаф». Это скрытое от нас вопрос от Всевышнего. Не лезь, он сказал, глубоко не лезь. Есть такие скрытые вопросы, которые мы не можем достигнуть, разум ограничен. Но тот все равно настаивал: ну хоть как-то объясни. Я верю в предопределение. Я знаю, как сказал пророк: «Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун». Что хотел Аллах, было. Что Аллах не хотел, не было. То, что Аллах хотел, было, есть и будет. То, что не хотел, не было, нет и не будет. Верю, но у нас же тоже есть выбор, он сказал. Объясни. Тогда он сказал: «Ваин абаит», раз ты настаиваешь, я тебе дам правило, запомни его и не переходи за границы этого правила. Он сказал: скажи. Он сказал: «Кадар Аллах азаль амар байна аль-амрайн». Предопределение Аллаха – это состояние, это вопрос между двух состояний. Какое между двух состояний? Он сказал: «Ля джабар ва ля тафвид». Тебя никто не принуждает насильно что-либо делать, но ты и самостоятельно, сам по себе не можешь что-либо делать. То есть между этим, тогда он понял: ух ты, все, я понял. То есть ты понимаешь, что насильственно, например, нас с тобой сюда никто не привел насильственно. Мы с тобой утром проснулись, подготовились, пришли, и у нас был выбор, пойти, не пойти. Мы пришли сюда по своему выбору. Но тут же понимаем, что если бы Аллах не хотел, мы не можем прийти. То отсюда он говорит предопределение между двух состояний. Тогда тот сказал: все, я понял. Пришел другой и говорит: вот я понимаю, что все по воле Аллаха, но вот объяснение, как это понимать, у меня тоже есть выбор. Тогда имам Али ему сказал: ты сюда пришел по своей воле. Он сказал: конечно, у меня пришла мысль спросить у тебя, встретиться с тобой. Я поразмышлял, решил, пришел, и вот перед тобой стою, я по своей воле сюда пришел. Тогда имам Али ему говорит: все ли получается то, что ты хочешь? Всегда получает то, что ты хочешь? Он говорит: нет, не всегда. Тогда имам Али говорит: вот тогда, когда вот не получается то, что ты хочешь, разве не указано то, что есть воля того, кто хотел так, а не как ты хотел? Тогда тот говорит: понятно. То есть наша воля зависима. Когда ты что-то хочешь, ты всегда подразумеваешь, может случиться, а может и не случиться. Даже элементарные вещи. Просто вдох-выдох. Вот я хочу, вдохнул. Захотел, выдохнул. И я всегда допускаю, что я захочу, попытаюсь вдохнуть, не получится. Правильно же? То наша воля зависима, а воля Аллаха независима. Воля Аллаха абсолютна, наша воля зависимая, она не абсолютная. Поэтому мы отвечаем за то, что ты хотел. Если у тебя получилось, то ты достиг этого, то вот за это ты отвечаешь. Например, ты захотел и не получилось. Даже за это, если у тебя, например, ты захотел и намерился сделать добро, даже за намерение тебе вознаграждение, или ты, например, намерился сделать зло, действительно ты пожелал, и за это будет ответственность. Но за то, что, например, у тебя нет выбора, нет воли, ты не отвечаешь. Настолько справедливость в исламе есть. Поэтому все по воле Аллаха, все по предопределению Аллаха, нет в этом ни малейшего сомнения, это очевидно. Я даже не приводя, но я привел некоторые аяты и хадисы, мы все приводим логически и умственно, потому что этот человек, ему приводить аяты и хадисы и тех, кто за ним следует, этим людям, бесполезно, потому что они не преследуют понимания истинных значений. Но мы можем приводить все, что он говорит в своих эфирах, и можем приводить каждому объяснение логическое, умственное, которое любой разум, человеческое понимание примет и скажет: да, это так и есть. Да, баракаллах, конечно, мы можем опровергнуть его всякий бред, который он несет с точки зрения ислама. Есть ответ у нас, альхамдулилля, по милости Аллаха. Вообще, Шамиль, знаешь, вот его методология, так сказать, да, заблуждение, которое он ведет, он вот подтасовки делает всячески, берет, как я и раньше сказал, да, какие-то изречения и поверхностно все понимает. Да. Вот берет просто и говорит: смотрите, сейчас, например, вот Аиша, да будет довольна ее Аллах, наша мама, да, мать правоверных наша,
И он говорит, смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на 6-летней Аише, да будет у нее Аллах. Но это все объяснено, разъяснено, там ничего такого нету. Вообще, если вот ты с точки зрения ислама ответишь, а я хотел бы вот просто привести пример даже со стороны неверующих людей. Да. У русских, именно неверующих имеется в виду, англичан, без разницы какого народа, если неверующий, да, даже есть такое понимание, как сватовство. Даже когда у них маленький ребенок, да, они семейно, как бы узко, просто сватовство. Это и есть, это нормально, никто никогда в жизни это не осуждал, потому что заранее договаривались, что вот этот, да, вот этот и вот это, они будут вместе. Вот, Шамиль, его утверждение, глупые утверждения, каждый думает по мере своей испорченности, как говорится. И этот человек думает именно вот так. Разъясни, пожалуйста, этот момент насчет женитьбы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на Аише. Как известно, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, пока была жива одна из его любимейших жен, Хадиджа, радийаллаху анха, он не брал в жены. И это произошло уже после 50 лет проживания пророка на земле. То есть до переселения она ушла из жизни. Как известно, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, он, будучи в Мекке, жил 13 лет, то есть ему 53 года было, когда он переселялся. И Хадиджа, радийаллаху анха, ушла до переселения из жизни. Она похоронена в Мекке. То есть человек, который уже после 50 лет, нету у человека такого желания, например, как подразумевает, опять же, этот объект общения нашего, или же другие люди, желание физического. То есть это где-то начинается у мужчин 25 лет, 30 лет, когда уже физическое желание есть у человека жениться. После 50 лет, как известно, уже человек по-другому размышляет. Даже уже к 40 годам. То есть формирование разума у человека, кто-то развивается. К 40 годам уже совсем другое мышление. Вот я по себе это знаю. Вот мне 40 лет исполнилось. Как у меня было 25, как у меня было 30, и сейчас 40 лет, уже совсем другие ценности, уже разделяешь. Тем более к 50 годам, а это пророк. То посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, это сделал через откровение от Всевышнего. И сам Абу Бакр ас-Сиддик выдал ее замуж. Он не просто ее насильно или же там обманом. Сам Абу Бакр ас-Сиддик, даже если ей было 6 лет, 7 лет, без разницы, в исламе дозволено брать в жены, даже если она маленькая, на руках у отца, и понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих людей, только лишь удовлетворение низменных, каких-то физических своих желаний. Нет. Женитьба – это в первую очередь это воспитание из женщины достойную мусульманку, чтобы она была примером, чтобы она обучала, чтобы она распространяла истину. То есть самое первое, для чего пророк женился, как в одном из речений, 11 жен, 13 жен, есть разные передачи, он это делал для того, чтобы среди женщин распространялся ислам. То есть он их обучал, они все были ученые, они все были из аулия, святые, они все матери нашей уммы, и они распространяли ислам среди женщин. Он брал в жены и ту, которая вдова, он брал в жены тех, которые не замужем, не были замужем, те, кто были замужем, у тех, кто умерли мужья или были в разводе. Он их брал для того, чтобы обучать и показывая пример для уммы, какой должен быть самый настоящий достойный мужчина. Это пророк. Теперь насчет вопроса взятия пророком, алейхиссалату вассалам, Аише в 6 лет, сказано, что, как он говорит, она в куклы играла и тому подобное. Например, если ты отдаешь ребенка на воспитание кому-либо, кому человек отдаст на воспитание своего ребенка, кроме как самого достойного человека, на которого он доверяет полностью. Это человек, которого ты ему доверяешь, ты знаешь, что он благочестивый, знаешь, что он достойный, и отдаешь, например, для того, чтобы он уже дальше воспитывал этого ребенка, например, любому отдашь. Но, к сожалению, женитьба пророка, алейхиссалату вассалам, как, к сожалению, видят такие испорченные люди, как атеисты, такие люди, которые являются, например, вообще неверующими, например, язычниками и тому подобное, огнепоклонники есть разные.
они смотрят на эту ситуацию только с точки зрения, как ты сказал, по мере своей испорченности и мрачности своей души и сердца. На ситуацию любой человек смотрит с точки зрения своего благонравия или испорченности. То если мы как мусульмане, как благочестивые, например, нам это объясняли ученые, как нужно на это смотреть, мы должны как это видеть? Что пророк, алейхиссалату вассалам, в конце концов, какой был результат по отношению к Айше? Она выросла самой знающей среди жен, она была благочестивой аулия, она достигла степени, самой высшей степени аулия, которую может достигнуть женщина. В свое время, имеется в виду, называется тоже сиддикия. То есть это степень ихсана. Она, сказано, тоже достигла этой степени. Это женщина, которая имела колоссальные знания, с которой даже Умар ибн Хаттаб советовался, приходил, что ты слышала от пророка насчет этой ситуации, насчет той ситуации. Если взять ребенка, как говорит этот человек, в 6 лет, и как он говорит, что относиться к ней как чисто к предмету удовольствия, этот ребенок сошел бы с ума, и он не вырос был бы ученым. Вот у меня для него пример тоже, была ситуация. Со мной в интернете на связь вышел человек, атеист, и говорит, что вот ваш пророк, он извращенец, он взял в жены 6-летнюю девочку, и он уже как это видит? Он сразу, естественно, видит постельные утехи, то есть он только это видит. Он уже только это физическое, тоже, он атеист. Это человек, у которого нет ничего ценного. У него ни чести, ни достоинства, ничего нету. И он мне говорит, я говорю, смотри, ты это видишь с точки своей мрачной духовности, которой у тебя ее нету. Ты видишь с точки зрения своего черного сердца эту ситуацию, и поэтому так рассуждаешь. А давай посмотрим на результат. Посмотри элементарно, говорю, поинтересуйся в интернете, кто была в конце концов, кем стала Айша. Она стала ученым, святым. Для уммы принесла огромную пользу. Дочь Абу Бакр Сиддика. И связь пропадает у нас. Через несколько дней он говорит, брат, ассаламу алейкум, я принял ислам. То есть он уже посмотрел на эту ситуацию с другой стороны, что пророк ее воспитал как достойнейшую женщину. Она выросла у него на руках. Кто не отдаст, например, своего ребенка на воспитание пророку? Даже детей отдавали. Анас ибн Малик, маленький ребенок, пришли родители, сказали, сделай, что хочешь из него. Анас ибн Малик, клянется Аллахом, говорит, 10 лет был рядом с пророком, ни разу не сказал, принеси, подай. Все сам делал. Я сам прислуживал ему, но он сам мне сказал, почему ты так сделал, почему ты это разбил, замечания не сделал. И был великим, стал великим ученым, передатчиком хадисов. Я, например, доверил бы в роли жены, в роли, например, воспитанника, пророку отдать, и ты спокоен. Все, ты уже знаешь, что он воспитает. Поэтому женитьба пророка, алейхиссалату вассалам, это не были какое-то для физических каких-то удовлетворений. Его цель была распространение ислама. И если бы у него была бы цель лишь бы для физического удовлетворения, он бы именно взял бы в себе женщин, которые предлагали ему кто? Не язычники, такие курайшиты, которые были на передовых, они сказали, мы дадим тебе столько женщин, сколько ты хочешь, из самых лучших женщин, из лучших племен. Дадим тебе власть над нами. Мы соберем деньги, что ты будешь самым богатым среди нас. Оставь пророчество. Он говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, если даже вы дадите мне солнце правую руку, луну левую руку, то есть власть над миром имеется в виду. Я Расул Аллах, он говорит, я посланник Аллаха. Как вы даже вообще допускаете, что я мог за мирское, который верю в рай вечный, который Аллах дал знать о вечном рае, что я о мирском временем обманусь и оставлю послание Всевышнего. То есть это посланник Аллаха, это пророк. 40 годам уже у человека есть такое состояние, организм уже кипит, хочется, но он сказал, как есть. Поэтому он женился после 50, и он воспитывал женщин, не каких-то утех. Но так как эти люди, они на самом-то деле унижены духовно, у них нет ни чести, ни достоинства, они грязными языками, грязными сердцами, к сожалению, вот так вот показывают людям, и людей отталкивают, и вводят сомнения. Баракалла, Шамиль, я думаю, для разумных людей наиболее достаточно будет то, что ты сказал, рассказал,
И, конечно же, я хочу сделать акцент на один момент, который ты сказал, я считаю это очень важным. Любого мусульманина, да, и не мусульманина, то люди, сразу услышав это, я надеюсь и думаю, что они примут, да, скажут, совершенно верно, действительно, когда ему предлагали лучших, как бы, да, по отношению того времени среди арабок, женщин, да, которые, да, курейшиты предлагали, вот это тебе возьми, вот каких хочешь возьми, он отказался, это наиболее доказательство того, что, да, это то, что они сейчас это рассказывают, вот это недочеловек, что это клевета на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что он делает? Смотри, когда его зажимает в угол, самое, знаешь, почему мы не ведем с ним дискуссии, да, почему мы не выходим с ним на связь и так далее, потому что и многие старались, и мы увидели, да, результат, что он не принимает никаких далилов. Да. Когда ты доказательства приводишь, если человек не принимает их, ты понимаешь, что он глупец. А когда ты понял, что он глупец, вести с ним уже диалог, это не уважать себя. Вот он что делает? Когда его зажимает угол, ты приводишь ему хадис, да, он его зажимает угол, он перескакивает на другую тему, быстро меняет. Да, это, внимание, братья и сестры, это методология вот этих людей, заблудших людей, людей неверующих, да, они сразу перескакивают на другую тему. Когда он приводит хадис, ему говорит, что этот хадис недостоверен, он такой бред включает, тупизм свой, и говорит: вы мусульмане, когда вам неудобно, да, неудобно хадисы, как бы, то вы делаете его недостоверными. Да. А кто что хотите, быть недостоверными. Шамиль, разъясни, пожалуйста, вот такое понятие мутаватир, достоверный, недостоверный, какие берутся, да. В исламе нет такого понятия, то, что нравится, берем в исламе, а то, что не нравится, говорим недостоверно. Да. Очень важный момент, так как люди сегодня подчиняются исламу, и они идут за религией ислам, так как это религия Всевышнего, повеление Всевышнего, и, естественно, ислам, он зиждется на двух основах, это Коран и Сунна. А разум – это свидетель, подтверждающий истинность Корана и Сунны, свидетельствует, то есть это тоже имеет место быть. Есть такое, что мы разделили, понимали, есть в первую очередь Коран. Коран не бывает достоверный, недостоверный. Коран всегда он достоверен, это самое сильное доказательство. После Корана уже идут хадисы. После хадисов, уже достоверных изречений пророка, алейхиссалату вассалам, идет следующий вопрос, это аль-кияс или аль-иджма, то есть это уже единогласное мнение ученых, которое подтверждается. Также сюда же ученые говорят, можно сказать, и акль тоже, разум. То есть как мы докажем существование Аллаха, кроме как через разум. Атеист пришел и говорит: докажите, что Бог существует, например. Мы не будем приводить ему аяты. Куль хуваллаху ахад. Он не поверит, он скажет: я не верю в твой аят, не верю в Коран, приведи умственное доказательство. Разум тоже. Но мы сейчас говорим о чем? После Корана идут изречения. Самое достоверное изречение называется мутаватир. Мутаватир – это самое достоверное, около 50, некоторые сказали до 200 они доходят, их численность изречения. Это изречения, которые большая группа людей увидела, например, там 15, 20, 100 человек засвидетельствовало какое-то чудо, например. Они передали такой же группе доверенных, богобоязных людей, или более того, группе другой людей, то есть они, 2 человека передали 30 передали 40, и по наше время она увеличилась, но уменьшалась. Это называется мутаватир, это то, что ты как будто сам увидел, сам услышал. Настолько это доверять можно и нужно верить. Потом уже идут другие изречения, подразделения, это сахих, хасан, даиф. Хотя мутаватир можно отнести и к сахиху, то есть это уже самые достоверные изречения. Потом идут хасан чуть меньше по степени, потом даиф слабые по степени. Потом уже другие идут мауду, макзуб, то есть это вставленные, неправдивые, которые нельзя брать. Это целая наука, называется мусталах аль-хадис. И мы должны понимать одну вещь. Вот он все перемешал, и у него нету религиозных знаний, у него нету порядка. В исламе есть такое понятие, что подразделение деяний мусульман, или вообще в целом, и не мусульман тоже, оно подразделяется на 5 категорий. Есть это аль-фард, аль-лазим или аль-ваджиб. 3 названия, одно и то же. Это обязательное. Например, 5-кратная молитва, выплачивание заката, хадж умра, например, поехать в Мекку для паломничества, месяц Рамадан и тому подобное. Это обязательное. Один первый вопрос. Второй вопрос, это называется маснун или нафаль, это уже сунна. То, что сам пророк утвердил, делал, например.
это дополнительные намазы, дополнительные посты, это сунна. Третья категория, это называется мандуб, или называется, например, дозволенное, то есть это уже ниже сунны. Например, кушать, спать, одеваться и тому подобное. То есть это уже желательное, не сунна, как сам пророк, алейхиссалату вассалам, утверждал и сказал в изречениях, а дозволенное. То есть это уже кушать, например, вилкой или ложкой, или 3 пальцами. То есть у тебя есть выбор, ты можешь кушать и вилкой, но по сунне кушать, например, 3 пальцами. У тебя есть выбор. То есть это уже дозволение. Потом идет макро, нежелательное действие, греха нету, но если ты сделал и пользы нету, например, кушать левой рукой и тому подобное. И есть последнее, это уже аль-харам, это запретное. То есть вот так вот на 5 категорий все делится, это взято все из изречений. Это уже утверждено и в Коране, и в Сунне, как нужно действовать в соответствии с этим. У него все перемешалось. Он, например, то, что является дозволенным, говорит, что пророк это делал. Например, приводит разные примеры, как, например, он не приводит, а мы приведем, чтобы было понимать. Длинные волосы, например. Это арабский адат. То есть нету изречения «удлиняйте волосы». Есть изречение «удлиняйте бороду». О бороде, например, есть 10 изречений, где сказано «удлиняйте бороду, укорачивайте усы, такое-то вознаграждение будет». Все, это уже получается сунна. А волосы, это уже у арабов каждый свой адат, например. У арабов это является их адатом, и пророк носил волосы не как пророк, а как араб. И одевался, например, как араб. А как пророк, он, например, утвердил обязательства, запреты, желательное. Мы же не говорим, что он кушал, например, обычную еду, или пил воду, или спал, как пророк. То есть это же не пророчеством пришло, кушайте, например. Это и так было. Естественно. Да, естественно, это люди кушают. Мы кушаем как люди. Да. А живем именно так, как Аллах нас создал, каким народом. Поэтому у него все перемешалось в одну кучу. И он это все понабрал, открывает, вот я Сахих Бухари, Сахих Муслим, и он не различает хадисы. Поэтому для чего это все подразделил? Обязательство, которое возлагается, оно берется только Коран, хадис мутаватир, Сахих, например. Даже некоторые ученые, они сказали, что в вопросах акиды только мутаватир. То есть, например, чтобы утвердить по отношению к Аллаху какой-то сифат. Не берутся даиф хадисы слабые в отношении Аллаха. То есть, когда ты утверждаешь сифат Аллаху или по отношению к Аллаху говоришь, там высшая категория хадисов должна быть. И также является обязательство и запрет тоже из этих категорий хадисов. То есть, даиф не имеешь права брать, чтобы запретить что-либо. Сказать, что это харам, взять слабый хадис ты не можешь. Чтобы утвердить запретность или обязательство, или в акиде вопросы, ты должен иметь достовернейшие хадисы, высшей категории после Корана, которые идут. Или же, естественно, Коран. У него все перемешалось. Даиф, не даиф, мауду, там взял, здесь взял. Если он говорит, а какая разница? Например, мне приходят 3 человека по цепочке, и все эти 3 человека, я их знаю, как, например, благочестивых людей. Они ученые, они соблюдают, у соблюдающего человека уже разум другой, понимание другое, взгляд другой. А здесь передают ту же историю. Например, они говорят, там вчера произошла авария, там, например, умерло столько человек, такая-то машина была, и они мне эти 3 рассказали. А тут рассказывают ту же ситуацию другие 3. Один наркоман, 2 цепочка алкоголик, 3 цепочка болван, например. Какую цепочку я возьму? Первую. Да, я же не скажу, потому что они все подряд болтают. Да, там у одного голова отвалилась, он передал наркоман еще приукрасил, передает этому болвану другой, например. Этот болван мне рассказывает, что была вчера там авария, там у кого-то голова полетела, а я им уже не доверяю. Потому я знаю, они могут обмануть, они раз пьют, курят, наркоманят, эти люди уже для меня недоверенные лица. А вот эти 3, они доверенные. Это такой банальный пример, конечно, но они смотрят на цепочку, ар-риджаль называется. Кто в этой цепочке эти люди? Они обманщики, они соблюдающие, не соблюдающие. И только так делать заключение, это изречение брать или не брать. Потому что это же серьезный вопрос. Сказал пророк.
посланник Аллаха дал нам знать. Это же не просто так, какая-то весть там, о вчерашних событиях. Это весть от Всевышнего. Поэтому мы должны этому относиться очень серьезно. Поэтому он не знает ни науки хадисоведения, ни науки тафсира, ни науки понимания ислама. Он просто сидит, то, что он делает, это может сделать любой категории человек, невежество, просто сесть за компьютер, Сахих Бухари, они так говорят, как по-своему выражение, так даже не знают правильно, как это высказать. Сахих Бухари сказано вот так-то, Сахихи Муслими вот так-то, с акцентом таким. И сидят, и там болтают, субханаллах. Как у них брать религию? Эти люди, у них просто бред. Да воздаст Аллах благом, Шамиль. Вот, баракаллах, что ты объяснил, просто, опять же, для людей, которые не разбираются в понимании хадисов, да, Аль-Бухари берет такой и читает, и когда хадис приводит, я говорю, ничего себе, 6 лет там, например, да, ничего себе, и некоторые начинают думать, а ты слышал? Я просто был в шоке, когда мне сказали, что есть такие люди, которые слушают и говорят, а ты слышал? Я уже начал думать, о чем он и так далее. Да. Ислам, религия ислам, да, она шла, и пока вот эти какие-то анонимщики, да, какие-то больные психически не пришли и не начали как бы нам разъяснять, представляешь? Вот следующий вопрос, Шамиль, чтобы не затягивать, опять же, наш подкаст, это вопрос насчет женитьбы Али, да будет доволен Аллах, на Фатиме, да будет доволен ее Аллах. Дело в том, что он говорит, во-первых, ошибка его в том, что это двоюродная сестра, да, хотя никаких проблем нет в исламе, это даже двоюродная. Просто он говорит, что это двоюродная. Он это делает с точки зрения высмеивания. Вот смотрите, он на двоюродной женился, Али и так далее. Пожалуйста, Шамиль, разъясни нам вот именно вот такое отношение в шариате, вот, да, разрешение в шариате. И если мы чеченцы, например, он же говорит, что он представитель Нохчалла, как бы, что Нохчиду, что Нохчиву, вот, посмотрите и так далее. Так вот, а если в Адате у нас вот не принято это, да, и шариат позволяет тебе этого, то есть нету обязательства жениться на двоюродной, например, да, и с этой точки зрения Адата тоже. Конечно. Опять же, это возвращаемся к тому подразделению, о котором мы сказали, опять же, фард обязательное, 5 подразделений мы сказали, да, в исламе, но именно это в нашей школе. Фард это обязательное, потом маснун, или нафаль, сунна пророка, потом мандуб, мубахат, это разрешенное, дозволенное, потом идет макрух, нежелательное, и харам, запретное. Вот подразделения идут, это все взято из хадисов, это все в книгах расписано учеными. То, во-первых, как ты сказал, она не двоюродная сестра, это дочь двоюродного брата. Мы знаем, что Абу Талиб это был дядя пророка, алейхиссалату вассалам, брат Абдуллаха. Абдуллах отец пророка. Сын Абу Талиба это был имам Али. Получается, она не двоюродная сестра, а жена, дочь пророка, то есть двоюродного брата имама Али, радийаллаху анхум джамиан. И пророк, алейхиссалату вассалам, он выдал ее замуж за двоюродного своего брата. И в этом нет никаких зазорных или проблемных моментов. Почему? Опять же, мы говорим, что религия, ислам, она настолько расширена, настолько объемлет все, вот, начиная как сидеть, как кушать, как спать, и заканчивая самых высших вопросов о Боге, все охвачено. Вот я, как кто-то, например, занимаюсь исламом и изучаю 20 лет, я чуть-чуть изучил вопросов, самое необходимое для моей религии изучил, и я хочу изучать, пока не умру. Потому что знание, как сказал пророк, «Аль-ильму фа иннама аль-ильму», знания воистину они мин аль-махди иля аль-лахд, от колыбели до могилы. Все, ты пока не умрешь, будешь изучать, как имам Шафи, радийаллаху анху, сказал, 54 года он ушел из жизни молодым. Он сказал, каждым годом я получаю знания, эти знания меня ломают. То есть принижают меня, я понимаю, что я мало знаю. А этот человек, который в 6 лет изучил Коран, 10 лет знал сборник Муватта имама Малика, наизусть изречения пророка, зачитывал в стихотворном виде. Имам Малик очень нравилось, говорит, зачитай. И он красиво, красноречиво, наизусть зачитывал хадис. 14 лет стал муджтахид мутлак. Это самый молодой муджтахид мутлак в нашей умме, насколько я знаю. Имел свою школу уже. Представляешь, иметь свою правовую школу, это самая высшая категория аль-муджтахид мутлак из вот знаний, когда если брать категорию учености, самая высшая категория учености, он уже обязан сам делать заключение из Корана и Сунны. Он даже другое мнение не может брать.
Он не может сказать, я могу взять у Абу Ханифа мнение. Нет, ты раз достиг этой степени, пожалуйста, делай заключение. Из Корана, из Сунны. Вот такая у него была уже такая высшая категория знаний, что он стал 14 лет муджтахид мутлак. То они даже говорили, я еще знания меня, то есть я узнаю, они меня принижают. Я узнаю, они меня принижают, потому что они были искренними. То сегодня мы должны понимать, что религия ислама, она вот такая. А вот эти люди вот через дырку смотрят, маленькую щель, и делают заключение. Теперь, наша религия, ислам, есть обязательство, есть сунна, а есть дозволение. И вот это дозволение, ученые говорят, в соответствии с адатами народов. Например, Аллах в Коране говорит, астаиду билля, «Я аюханнас, о люди, инна халакнакум мин закари ва унса». Я создал вас от одной пары, Адам и Хауа. То есть я вас создал, Аллах сначала говорит, как людей. Потом говорит, «Ваджа'альнакум шууба ва каба'аля литаарафу». Я сделал из вас, после того, как создал людьми, племена, нации, народы. Литаарафу, чтобы вы познавали друг друга, узнавали друг друга. То есть Аллах дает знать, что не мы сами по себе чеченцы. Аллах нас сделал чеченцами. И арабы не сами по себе арабы. Аллах их сделал арабами. Но тут же, смотри, какой аят идет после этого. «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Но лучший из вас, богобоязненный из вас. Значит, надо и то делать, и тут же стремиться к богобоязненности. Теперь смотрим. Аллах оставил разрешенное выбор для любого народа. Ты можешь, например, как чеченец, короткую прическу. Вот у нас, например, лысина – это такая короткая прическа, у чеченцев нету длинных волос. Все, это мубах называется, разрешенность. Ты как чеченец должен быть чеченцем. Араб как араб должен быть арабом. Татарин как татарин должен быть татарином. Свой язык ты должен знать, так как языки пришли откровением. Пророк Адам, алейхиссалям, знал все языки. А именно с основой свои языки они ниспосланы откровением. Значит, мы должны сохранить то, что нам Аллах ниспослал откровением. И как нация, как народ чеченцы, я как чеченец не потому, что я нацист или националист, как патриот, я должен то, что мне Аллах даровал быть чеченцем, это сохранить. Но самое первое, после чего имана, богобоязненности, потом. Не просовывая вперед свою нацию, оставив богобоязненность. То пророк, алейхиссалату вассалам, так как у арабов нет никаких проблем, даже вот далеко не будем идти, в Дагестане мы наблюдаем, двоюродных сестер берут жены, говорят, что это джаваз, то есть яджуз, Аллах разрешил. Мы не можем делать претензии, потому что в их адатах нету ничего зазорного, у них нету таких отношений. У нас, например, двоюродная сестра, как будто бы родная сестра. То есть мы так растем, что, например, девичья, например, дочь дяди со стороны отца для нас как сестра. Но опять же, границы мы должны сохранять. Харам, халяль, важные моменты. Но брать в жены и делать семью нет. Так как посланник Аллаха как раз таки сказал, берите отдаленную. Так как потом медицина говорит, кровосмещение, оно может привести к болезни детей. Отдаленную. Разрешено, но берите отдаленную родственницу. Не родственницу даже, а даже там отдаленного тейпа, например, оттуда, отсюда, чтобы не было кровосмещения. И это кровосмещение может, например, повлиять на ребенка, на зрение, на слух, на умственное состояние ребенка. Поэтому мы не говорим, что это сунна. А он как преподносит? Пророк как будто бы обязал. А мы уже смотрим, подожди, из 5 категорий куда подходит женитьба на двоюродной сестре? Фард? Нет. Сунна? Нет. Джаваз разрешенная? Да, например. Или даже, например, может быть еще ниже. Мнения ученые разные бывают. Нежелательность, например. Если у тебя есть взять недвоюродную сестру, возьми недвоюродную, чем брать двоюродную. Если есть выбор, даже лучше брать недвоюродную, чтобы не было кровосмещения. То имам Али не взял двоюродную сестру. Это уже отдаленная родственница, это дочь двоюродного брата. И то там есть, это может быть даже путем откровения происходило. Некоторые есть исключения для пророка, путем откровения происходит, но для нас это не является сунной. Например, пророк, алейхиссалату вассалам, он держал пост
не открывая, не делал разговения, например, 2-3 дня бывало, а нам запретил. То есть, например, я пост держу или фиником разговение делаю, открываю, тогда можно. Но чтобы ничего не кушать, не пить, нельзя мне, например. Запрещено подряд 2 дня, 3 дня, а просто мне можно. Тогда спросили, а почему вам можно, о посланнике Аллаха? Он сказал, у меня особенное тело, особенное здоровье, для вас нет. То есть бывает отдельно для пророка, например, 11 жен, нам только 4 можно. И тому подобное. Есть отдельное для пророка, алейхиссалату, исключение, как пророку. То это мы не говорим, для нас сунна 11 взять, например. Правильно же? Или для нас сунна держать подряд 2-3 дня без разговения. Поэтому мы говорим, что это особенность народа. Двоюродную сестру, если у них не зазорно, у них это нормально, то для них это нормально. Не может быть претензий. То есть ислам дозволяет и так, и так. Хочешь носи длинные волосы, хочешь короткую прическу, но в зависимости от своего народа. Например, у нас вот тюбетейка, это наша национальная. У нас есть национальная форма, у нас есть национальная одежда. Ты должен отличаться своей идентичностью, как чеченец, так как Аллах тебя сделал чеченцем. Не надо сюда нести культуру, например, арабов или татар. Как и татарам не надо нести к себе Татарстан, например, или крымские татары, чеченскую культуру. Ты будь тем, каким тебя Аллах сделал. Но самое важное – иман, богобоязненность, выполнять фарды, выполнять сунны, потом уже идет разрешенность. Поэтому религия ислам, она настолько расширена, настолько объемлет все вопросы, а вот эти люди настолько узкомыслящие, настолько, как сказать, вот у них настолько мышление сжато, что они эти вещи не видят. А религия ислам, она охватывает, еще раз говорю, начиная с самых бытовых вопросов, заканчивая государственных вопросов, заканчивая самых высших вопросов, все охватывает. А эти люди, они на самом деле мискины. Шамиль, вот касательно народов, да, тоже мы коснулись, и хадис есть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот относит себя к чужому народу, что пророк порицал это. Вот смотри, этот человек говорит, что он, без смеха, извините, я не могу говорить про это, он говорит, что он представитель Нохчалла. Аллаху акбар. Представь себе, на полном серьезе человек сидит и говорит, что он защищает Нохчалла, что он представитель Нохчалла и так далее. Любой чеченец, просто посмотрев, какой бред он несет, услышав, посмотрев на него, да, скажет, а что у него от Нохчалла? Мы-то прекрасно понимаем, что этот человек далек от понимания Нохчалла, Конхалла, кодекса чести чеченцев, адатов чеченцев. Он никоим образом не связан с адатами чеченцев, да. Просто сидит, я же говорю, в своем мире. Нохчалла, сзади плакат викингов заявляет, что он Нохчалла. Даже если сравнить вот эти два момента, которые абсолютно противоположны друг другу, понятно, что по нему плачет палата номер 6. Да. Скажи, вот как ты видишь вот это его, так сказать, представление о Нохчалла? Конечно. Есть важный момент, мы, конечно, не будем ни в коем случае копаться в его происхождении биологическом, потому что это недостойно, неправильно, тем более у нас нет никакой информации, даже если была бы, это непристойно говорить, что он там произошел, там, он не чеченец и тому подобное. Есть понятие биологический чеченец, как тут он вырос, у него есть тейп, у него есть тукум, а есть понятие духовно нохчал. Мы сейчас говорим о духовной стороне нохчал, то есть там определенный кодекс, расписано, что является, например, чтобы быть полноценным нохчи, именно определенно есть свои качества, которые нужно иметь. Поэтому здесь не имеется в виду, что они биологически не чеченец. Если он говорит, что вот у меня я там тайпа чермо, я там там-то, там-то, а то с такого-то села, например, что можем ему сказать? Отрицать это, там, копаться в нем и говорить, что он там выродок или там ублюдок, мы этим не будем заниматься ни в коем случае и не по отношению никому. Это биологический момент. Мы сейчас говорим, есть ли у него вот этот кодекс, который утвердили наши предки жили на этом кодексе, естественно, который не противоречит исламу. В нем, конечно же, его нету, естественно, потому что одно из самых важных моментов нохчал – это маршуа, это свобода. Тут имеется свобода не от наручников, не от тюрьмы, духовная свобода, то есть человек, он свободно верит, он свободно, так
следует за религией Всевышнего, он не является зависимым от созданных таким образом, что, например, что будет, если мой начальник меня там это сделает, что будет, если я потеряю там эту работу. Этого не, это были свободные люди, горские люди, то есть это люди, которые жили, сами зарабатывали, у них не было такого, если не будет трудовой книги, если у меня не будет документов, если меня уволят с работы, они сами все делали своими руками, у них был скот, у них была земля, у них был шоуд, родники, у них были деревья, у них все было. Все это и есть жизнь. То есть они этим жили, и поэтому каждый себя чувствовал свободно. И вот это понятие свободы, это одно из самых первых пунктов. Нохчал – это трудолюбие, это чистолюбие, это честь, достоинство, эти принципы, это отсутствие жадности, отсутствие лицемерия, отсутствие подлости, отсутствие жестокости, тому подобные прекрасные качества. Вот это и есть, подразумевается под словом нохчал, то есть человек, который, вот он, Адам Дукас, человек, он в себе воплотил человеческие качества, которые мы перечислили. Где это у него есть? Просто даже его внешний вид о чем говорит. То есть у него, вот я отправлял фотографии тебе, которые он сам сделал, из фильмов там, про викингов, из фильмов там, про еще чего-то, там ставил свое фото на их, и вот эти сегодняшние современные фильмы, где он себя там в крови показывает, как викинг, тут он язычником себя показывает. Это же ужас. Где чеченцы вот так вот себя вели, где именно Нохчал, Конхи себя вот так показывали. Это раз. Во-вторых, он, как ты говорил, скрывался под маской, голос скрывал, это скрывал. Сейчас его разоблачили, сейчас он уже, ему пришлось снять маску, и сейчас он сидит и продолжает свои эфиры. Вот на него посмотреть, вот любой здравомыслящий человек сделает заключение, с точки зрения медицины, это шизофрения, там единогласно, то есть потому что у него разные личности бывают. Он может перескакивать тут же, например, вот недавно эфир у него, чат-рулетка, ему один говорит, прими ислам. Тот тоже недалек по религии, парень, который ему говорит. Он говорит, хорошо, я приму ислам, что надо делать? Специально у него говорит, посмотреть. И тот, того замкнуло, он не знает даже, как принять ислам. Вторая сторона. И он говорит, посмотри в гугле. Тот начинает забивать вот этот наш объект общения и видит произнести шагаду. Он говорит, здесь написано, надо произнести шагаду. Давай я произношу, что принять ислам. Но он издевается. Тот говорит, не, подожди, брат, я вспомнил, тахарат надо сделать. А тахарат не надо делать для принятия ислама. Если пойти сделать гусуль тахарат все время и не произносить, нет. Ислам принимается даже во время битвы. Посланник Аллаха во время битвы, когда, например, ранил человека, который язычника, тот, например, говорил, я сдаюсь, пророк принимай ислам. Он тут же принимал, он не говорил, подождите, сейчас сражение остановим, сейчас мы тахаратную пойдем, сейчас он помоется. Он тут же принимает ислам. В любой ситуации ислам принимается. И он человек, который тут же, он говорит, я могу принять ислам, тут же я язычник, тут же я не верю, тут же еще что-то от обезьян, от еще чего-то. Это шизофрения с точки зрения медицины, а с точки зрения ислама это 100% то, что мы можем сказать, это слуга Иблиса. То есть это человек, который подчиняется шайтану, главный из них это Иблис, и он его как бы слуга и выполняет его повеления, его приказы. Вот как раз таки экземпляр для Иблиса, инструмент для Иблиса очень сильный. И с точки зрения ислама так его заключение, с точки зрения медицины, это душевно больной человек, который, шизофрения, у него раздвоение, расстроение личности, поэтому от нохчала запаха там даже нету. От нохчала. Нохчал, вот, пожалуй, представители нохчала истинные были шейх Мансур Ушурма, шейх Берс, который был до шейха Мансура Ушурма. После них уже идут такие представители, как наши герои, Бойсхар Байсангур Биноевский, великие аулия, Ташу Хаджи, Илсханюртар шейх, и их много, Док Ауд, Каддасаллаху сиррахум. Эти люди, они представители Нохчала были, они представляли, они были свободные люди. Свободные люди от чего? Свободные от, как бы сказать, зависимости от созданных. Они были свободными сердцем, душой, и даже Аллах их освободил и телом тоже.
но они, естественно, зависимы от Всевышнего. Это полноценные рабы Аллаха. То Нохчал включает в себя определенный кодекс чести, достоинства, а он может обзываться, может о таких великих вещах говорить унизительно. Где такое у Нохча есть? Поэтому от Нохчала у него нету ни запаха даже. Происхождение биологическое, мы это не обсуждаем его. Может быть, он какой-то тайпа из чеченцев биологически. Но если мы говорим духовность и внутренний мир, ноль. Конечно. Ноль. Нету у него Нохчала. И, Шамиль, знаешь, то, что в одном из эфиров тоже бред, который он несет, и он утверждает, что он является, в общем, внимание, опять же, он говорит, что 400 миллионов лет назад мы произошли от обезьян. Аллаху акбар. Вот поэтому это недочеловек, но он сам себя называет обезьяной, недочеловек. Так, дело в том, что, смотри, нам будет это недочеловек, потомок, по его мнению, от обезьян, будет говорить нам про ислам, и будет говорить про Нохчалла, субханаллах, вот, я не знаю, можно было на этом заканчивать, вообще надо, ребята, уважаемые братья и сестры, вообще можно было заканчивать наш подкаст с Шамилем с момента, где я сказал, что он в Коране говорит, то есть начало нашего подкаста, что он в Коране говорит, что нет слова Аллах, на этом можно было закончить, но опять же, как Шамиль сказал, у нас нету цели полностью, так сказать, именно ему отвечать, да, у нас есть цель для разъяснения. И иншаллах, мы надеемся, что этот человек, хоть даже если посмотрит, для себя извлечет пользу, одумается. Еще не поздно, пока, так сказать, бьется сердце, да, еще не поздно прийти покаяться. Аллах всемогущий, всепрощающий, сделать толбу искренней, покаяться своего ширка, заблуждения, атеизма, коммунизма и так далее, и встать на истинный путь. Шамиль, мы уже завершаем наш подкаст, у меня 2 вопроса осталось. Вот он говорит, вот про Нохчала, если мы говорим, да, что ислам, религия ислам, это навязанная религия чеченцам, что мы не хотели и силой нас заставили, то есть сотни лет достойные мужи чеченцы, да, защищали, умирали за эту религию, и сегодня защищают, умирают, да, и будем защищать, умирать, иншаллах, до судного дня. Сотни лет. Для чеченца самое главное, что у него есть, это религия, вера в единого Бога Аллаха. Это самое ценное, и мы все это знаем. Вот это и есть в первую очередь Нохчалла. Проявление Нохчала, проявление мужества, проявление соблюдения, да, своих адатов, которые не противоречат шариату. Ну, любой чеченец, мусульманин, будет защищать религию ислам. Потому что это главное. Чеченец, как он говорит, что он представитель, хотя он вообще не представитель, но позиционирует себя как Нохчал, да, чеченец. Мы знаем, что тот бред, который несет этот человек и подобные ему такие люди, мы знаем, что, мы с тобой прекрасно знаем, что родители в первую очередь от него отказываются, потом тейп отказывается, туком отказывается, и весь народ отказывается. Как и отказался от этого клона официально, мы отказались от этого клона, и его родители тоже отказались. Так, Шамиль, вопрос в чем? Вопрос в том, что навязана ли нам религия ислам, как этот клон говорит? Еще раз повторимся, вот, мы не хотим ни в коем случае наш народ и нашу нацию провозгласить над другими. Конечно. Мы никогда не будем утверждать, что наша нация лучше, наш народ лучше. Нет. В каждом народе есть достойные сыны. В каждом, даже если это, например, народы, которые, например, воевали друг с другом, у нас нет вражды никому. У меня есть очень много друзей русских, которые приняли ислам, достойные ребята. У них даже нету у них в семье водки, нет у них в семье там таких вещей, как наркомания, таких вещей, как там и других гнусных вещей, которые там предательство и тому подобное. То есть у меня есть во всех, можно сказать, нациях, так как я большой круг по России сделал, во всех нациях есть друзья, есть достойные мужчины, которые следуют, как минимум, даже если этот человек, например, не принял ислам, но качество у него человеческие есть. То есть ему можно доверять какие-то, например, вопросы, мирских вопросов и тому подобное. То есть есть качество, и религия ислам, она одобряет и восхваляет качество человека. Честность, мудрость, проницательный ум, храбрость, мужество. То есть, естественно, мы говорим, что самая высшая категория, самая почетная – это вера. Это покорность Всевышнему. Но есть и человеческие качества. К чему это все говорю?
Религия ислам, как мы уже в нашем эфире уже подробно говорили о религии нашей, мы видим, как она прекрасна, как она возвеличена. И у имама Али, радийаллаху анху, спросили, вот что ты считаешь самым большим ни'ма, благом, которое Аллах дает человеку? Он сказал, это проницательный, аналитический, рациональный ум, он сказал. То есть человек, когда он имеет рациональный, аналитический ум, что это такое? Рационально смотреть на предмет со всех сторон. Не просто видеть одну сторону. Справа посмотрит, слева, снизу, вверх. Потом сделает аналитический анализ и сделает заключение, надо ему это или нет. Чеченцы во все времена, вот это мое мнение, я это мнение слышал и от нашего муфтия Сала Хаджи, что чеченцы со времен появления наций, народностей, они начали разделяться при пророке, например, алейхиссалам, Шииси, пророки Идриси, пророки Ной, алейхиссалам, именно от его 3 сыновей пошли нации. То есть уже было понимание, что от 3 сыновей пророка Нуха пошли уже разделения. Там арабы и другие. То среди них мое убеждение, что были и чеченцы. То есть от 3 сыновей пошли. И во все времена, мы знаем, что за всю историю 124 тысяч пророков было. 124 тысяч пророков. Во все времена, сколько были чеченцы, они признавали пришедшего пророка того времени. Например, при пророке Иса, алейхиссалам, чтобы быть верующим мусульманином, надо было сказать «Ла илляха илляллах, Иса Расулуллах». В то время мусульманами, верующими были те, которые признали единобожие и признали Иису пророком. До него, при пророке Муса, надо было сказать «Ла илляха илляллах, Муса Расулуллах». При пророке Ибрахиме «Ла илляха илляллах, Ибрахим Расулуллах». И вот так вот во все времена. То чеченцы, вот это мое личное мнение, но это не только личное мнение, думаю, это должно быть мнение любого чеченца, что мы во все времена, сколько мы как нация, как народность были, мы признавали всех пророков, которые приходили в то время. Последний пришел пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Да, был период язычества. Например, когда пророку исполнилось 35 лет, до 40 лет, 5 лет, да, остается, весь мир погряз в язычестве. Арабы, 360 было идолов над Каабой, в Каабе, вокруг Каабы, и со всех 4 сторон приходили паломники поклоняться этим идолам. И в этот мрак язычества появляется свет, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, когда вот эти 5 лет полностью мрак язычества был. Да, в этот период чеченцы, как и все народы, естественно, в каком-то положении они были. Приходит Мухаммад, алейхиссалату вассалам, пророк, доходит до чеченцев, что пришел последний пророк. Естественно, чеченцы, как и другие народы, имея здравый ум, здравый разум, начали смотреть, о чем говорит религия Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И они поняли, что это от Всевышнего. И приняли его как пророка, как и принимали во все времена, в те времена, которые были до него пророки. Поэтому никакой навязанности нету. Мы не фанатики, мы не люди, которые следуем за какими-то корыстными целями. Мы обсудили, мы рассказали, как было, что было, и какое у нас понимание в вероубеждениях, в соблюдении, в человеческих качествах. И мы нашли в религии ислам, так как это оно есть, она от Всевышнего, все, что необходимо для жизни человека, как духовной, так и материальной жизни, так и физической жизни. Поэтому о каком навязывании может идти речь, когда религия ислам дает тебе быть свободно с чеченцем, но тут же говорит, будь верующим, богобоязненным чеченцем. Поэтому мы говорим верующий, богобоязненный, потом чеченец. Верующий, богобоязненный, потом араб. Верующий, богобоязненный, потом татарин. То раз тебе религия это дозволяет, она объединяет все народности, религия ислам. Пусть Аллах даст нам быть всегда в нашей прекрасной религии и соблюдать и укрепляться в ней. Баракалла, да воздаст Аллах благо, шамиль. И в завершении нашего подкаста у меня последний вопрос. Даже не вопрос, а наставление, чтобы ты дал. Вот какое наставление, насиха ты дашь нашей молодежи и тем людям, которые из-за слабого имана, да, попадаются в его ложные сети? Очень важно завершить наставлением, так как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, всегда давал наставление и оставлял завещание. Мы даем это завещание, наставление не только чеченцам, всем, кто
кто слышит, всем, кто понимает, наставление таково. Наша прекрасная религия, ислам, это религия Всевышнего. Она призывает нас развиваться всесторонне, во всех науках и быть полезными для общества, где бы ты ни был. В горах ты, в городе ты, в любом месте, в пустыне, без разницы. И она призывает нас, в первую очередь, это уверование, то есть это вера Всевышнего, соблюдение религии Всевышнего, и уже отталкиваясь от этого, ты уже должен развиваться, это в первую очередь духовно, потом уже умственно, далее уже физически, и развиваться во всех отраслях. Вот я призываю заниматься образованием. Сегодня вот я вижу, с кем он ведет эти чат-рулетки, и я смотрю на этих ребят, в глазах нету никакого огня. Вот. Там нормальный спортсмен, нормальный образованный человек не будет сидеть в чат-рулетке и болтать все подряд. То есть мы не говорим, что тот, кто заходит в чат-рулетку, это уже он недостойный. Там можно посидеть для каких-то определенных целей, но те, которые сделали из этого просто образ жизни, играют игры, смотрят все подряд в Ютубе, страдают тем, что они ни физически никак не развиваются. Вот для таких людей, для вот такой категории, как раз таки вот такие люди, как наш объект общения, вот это его как раз таки группа людей, для которых он может влиять, потому что у них нету развития ни умственного, ни духовного, никакого. Поэтому призыв у нас такой. В первую очередь, это религиозные знания. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: «Я аюханнас та'алламу». О люди, обучайтесь. Обучайтесь, обучайтесь, как мы сказали, от колыбели до могилы нужно обучаться. «Фаиннама аль-ильму бит-та'аллюм». Истину знания нужно получать из уст уста, «валь-фикху бит-тафакку», от учителей, доверенных, которые, в свою очередь, взяли от своих учителей и до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Представляешь, если у тебя есть доверенная цепочка до ученых, например, до имама Аш-Шафии, от него до сподвижников, от сподвижников до пророка, ты спокоен. Ты не взял из Гугла, Яндекса, от Абхармата или другого человека. Ты взял действительно от учителей, которые понимают, что говорят, которые взяли понимание Корана, понимание изречений пророка, разумные доказательства. Все четко по полочкам разложено. Все, что он говорит в своих этих публикациях или в своих этих разговорах, чат-рулетках, на все вопросы у нас есть ответы. Просто сегодня времени мало. На все вопросы есть ответы. Хочу, чтобы они, наши слушатели, обращались к ученым людям, богобоязненным людям, получали знания, как подобает. И помимо религиозных знаний, это база, это основа. Кто бы ты ни был, медик, переводчик, политик, кто бы ты ни был, база религиозная должна быть у каждого мусульманина. Потом уже, отталкиваясь от этого, зная обязательства, запреты, разрешенность, сунну, тогда ты уже в любой отрасли можешь работать. Будучи ты спортсмен, бизнесмен, депутат, врач, развивайся. Все это нам необходимо для мусульман. И особенно сделать акцент, не давать своему разуму свободное время. Когда у тебя есть свободное время, тут же начинается навстребовать что-то запретное, и тут же рядом дьявол нашептывает васвасы, искушения и к хараму тянет. Не давать себе свободного времени, постоянно чем-то заниматься. Хоть ты отжиматься будешь, хоть ты пробежку сделаешь, хоть ты ходьбой будешь заниматься, или читать, например, очень полезно. Изучать языки очень необходимо, это наши аулия завещали. Изучайте арабский язык, говорили наши аулия в Чечне. Арабский язык – это язык нашей религии. Коран, Сунну не поймешь без арабского языка. Раз. Изучайте свой язык чеченский. Это язык культуры, нравственности, поведения. Язык – это наша культура. Даже характер у чеченцев через язык. Третье. Изучайте русский язык. Знать будете, что вокруг происходит. Где мы живем. Вокруг русскоязычного. Вот ты знаешь, что вокруг происходит. Изучайте английский язык, это мировой язык, международный язык. Поедешь в Китай на английском, поедешь в Турцию на английском. Я еще добавил бы турецкий язык, потому что мы сегодня общаемся с разными нациями, и зная турецкий язык, ты можешь общаться с
6 или 7 нациями. Азербайджанами, кумыками, крымские татары, по-моему, туркмены, турки, узбеки, по-моему, и вот языки. Поэтому надо развиваться. И совет для наших молодежи – это, в первую очередь, духовная и, конечно же, физическая сторона. И получать их нужно обязательно, подчеркиваю, от учителей. Не интернет, не просто книги. Обязательно должен быть у тебя набожный, доверенный наставник. Да воздаст Аллах благом. Я благодарен, что ты пришел, ответил, разъяснил нам вопросы, которые в своих эфирах озвучивает и вводит в заблуждение этот клон. И завершая также подкаст, просто коротко резюмируя, так сказать, нашим братьям и сестрам, объяснение, настолько Аллах его унизил. Сперва он отказался от ислама, стал коранитом. Отказался от пророка, саллаллаху алейхи. А тот, кто отказывается от любимца Аллаха, Аллах еще больше ему закидывает. А вот потом он сказал: нет, сегодня я атеист. Потом он заявил, что он дарвинист. Потом он заявил, что он коммунист. Потом он викинг. И все это микс он смешал и назвал Нохчалла. Поэтому, субханаллах, мы говорим, что из запаха, от Нохчалла нету. Как Шамиль призвал, я присоединяюсь к его наставлениям: учитесь, берите знания ученых обязательно, чтобы был учитель, из уст в уста религия передавалась всегда. Поэтому, братья и сестры, образование, а невеждам, заблудшим, атеистам и так далее будет обращение такое: вернитесь в истинную религию ислам, сделайте тоубу, покаяние, пока не поздно. Это наш призыв. Мы хотим, чтобы вы не горели в аду. На самом деле, если постараться понять причину такого изменения личности, деградации, а он не такой один, к сожалению, что послужило для изменения его мировоззрения? Мы с вами, дорогие братья, должны очень серьезно над этим задуматься. Это может быть смена понятий и ценностей, прививаемым западным миром. Это может быть ультраправые какие-то убеждения европейцев. Это может быть просто человеческая глупость и так далее. Можно назвать много версий и предположений. Но ясно и четко одно: человек чеченец, отрезанный от своей родины и от своего народа, ментально оборвавший все свои духовные связи, променяв их на чуждые нам ценности, конечно же, становится перед выбором: остаться человеком, у которого есть истинная вера, либо он ее применяет на то, что мы с вами сегодня наблюдаем. И смотря на этих людей, у нас возникает два чувства. Первое – это чувство глубокого омерзения к этим людям. И второе – это благодарность Всевышнему за то, что наш народ защищен от этих партий, идеологий, убеждений и ценностей. Да воздаст Аллах благом. Еще раз тебе, Шамиль. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры, так как у нас время ограничено, соответственно, мы не можем вам ответить на все вопросы. Если у вас есть вопросы, то выйдите на связь по номеру, который вы видите на своем экране. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.